поселке Хрящеватое под Луганском открыли мемориальную доску бывшему премьер-министру ЛНР Геннадию Цыпкалову, который оттуда родом. Почему необычная мемориальная доска? Казалось бы, наверное, в рамках ЛНР это значимый деятель, хотя, конечно, смешно об этом говорить, но тем не менее. Да? А дело-то в том, что этот самый Геннадий Цыпкалов был убит своими в 2016 году. Его посадили в подвал по приказу Плотницкого, обвинили в том, что он хотел совершить государственный переворот, и запытали до смерти. То есть его били, пока он не умер. А дальше рассказали, что он повесился там в камере и так далее. Это, понятно, было смешно, никто не поверил в эту версию, что он покончил жизнь самоубийством. Вскоре действительно выяснилось, там провели расследование, когда убежал Плотницкий. Действительно оказалось, что его запытали до смерти, этого человека. Там были следы пыток и так далее. И теперь ему помпезно открыли доску как герою. Хотя, в общем-то, ничего героического в его кончине не было. Эта ситуация, она во всех отношениях безумна, да, и она, наверное, в чем-то трагична, но в большей степени комична. Потому что сам Плотницкий, который, в общем-то, это же он это сделал, это он приказал убить этого человека, которому открывают сейчас мемориальную доску. Сам Плотницкий прекрасно себя чувствует, живет в России. По последним данным, он живет в Воронеже, у него там бизнес, который там давно уже он развивает, там его сын живет, об этом тоже уже писала пресса давно, еще с, по-моему, 2015 года, если не с 2014. То есть пока шла война, пока Плотницкий там заправлял в Луганске, у него все было хорошо. Он вывозил в мешочках денежки и складировал их в Воронеже. Спокойной России, там где-то в тылу, где стабильность, Путин и так далее. Так вот, Плотницкому-то ничего за это так и не сделали. Он никакое наказание, никакой ответственности за это не понес. При том, что находится он не где-то там, не в Коста-Рике, извините, он не убежал в Китай, не уехал во Вьетнам или тем более там, в какую-нибудь Америку, а живет-то он в России, которая, в общем, если захочет, может его покарать, которая контролирует в том числе Луганск и эту самую ЛНР, и которая его туда изначально и посадила. То есть получается, одному человеку, люди, работающие на Россию, открывают мемориальную доску и рассказывают, что он там героически как-то погиб, а другой человек, который его убил, преспокойно при этом живет в России, никакого наказания за это не понес. Согласитесь, это немного безумно. Но давайте посмотрим видео с открытия мемориальной доски, как это было. Добрый день. К сожалению, судьба зла. И, как правило, забирает первыми. Вот именно лучший это был Геннадий Николаевич. Это мой личный друг, мой боевой товарищ. Пролили много пота. Это человек с большой буквы, это человек-глыба, который смог поднять луганский народ на борьбу с фашистской чумой, которая вспыхнула, очередной очаг вспыхнул в Киеве и пытался захватить всю территорию тогда Украины. Он смог в нелегкое время стать у истоков создания армии Юго-Востока, которую, к сожалению, незаслуженно сейчас забывают. Он, знаете, была такая история, когда в Хрящеватое входили в 2014 году. Геннадий Николаевич уже занимал серьезную должность. Он пришел в разгрузке с автоматом и заходил вот в Ауша. Все руководство кричало, даже просили меня прострелить ему ногу, чтобы он сюда не лез, не дай бог его возьмут в плен. У меня, честно сказать, слезы наворачиваются. Просили прострелить ногу. В общем-то, в итоге эту просьбу, как я понял, выполнили. Наверное, даже перестарались. Не только ногу прострелили, но и еще что-нибудь. В общем, конечно, это феерическая речь, потому что, что интересно, на вот этой церемонии открытия мемориальной доски не прозвучало ни разу, ни одного слова о том, как, собственно, погиб Цыпкалов. То есть никто не сказал, что случилось с ним. То есть,
вопрос его гибели, его смерти, он вообще обходился, да, никто не произнес ни слова. Это, конечно, уникальная история, это просто Оруэлл в чистом виде. Надо, наверное, так уметь произносить такие речи. И вы слышали, какими эвфемизмами заменяли это все, да, то есть, как говорил в самом начале вот этот выступающий Корнет о том, что, значит, судьба жестока, судьба забирает лучших первыми и так далее. Ну, это все патетика, да. Но на самом же деле не судьба жестока, это Игорь Венедиктович Плотницкий оказался жестоким. Но, как видим, у него все хорошо, он спокойно себе живет в России. Наверное, тоже посмотрел по телевизору репортаж об открытии этой мемориальной доски. Но это,